характер, интеллект, прочность и стиль. Все эти слова уверенно можно отнести к нашей сегодняшней героине Светлане Максимовой. В этом вся ее красота. Красота уверенной женщины, которой силу и мужество придает глубокая любовь к жизни, работе и семье. Маленькая хрупкая девочка с мечтами становится сильной женщиной с видением, ведь ничто не может приглушить свет, который сияет изнутри. Ну а сильная женщина – лучший пример для подражания. В 2004 году ушла на пенсию, и в тот же год я открыла первый магазин. Назвала его «Якутские бриллианты». Просто элементарно назвала «Якутские бриллианты». Создала компанию «Кастинг Хаус». «Кастинг Хаус» – это значит, кастинг – это каст – это место, куда вставляются бриллианты. Каст – оправа. Да? Покупала эти готовые оправы и на месте вставляла туда камни. И в итоге, значит, у меня появился единственный в то время магазин, который предлагал покупателям изделия с якутскими бриллиантами. Бриллианты мы не покупали, брали на комиссию. Соответственно, значит, сама идея тоже очень была хорошо поддержана и ювелирной отраслью, и прессой, да, и, соответственно, вот эта идея пошла развиваться. Истинная бизнес-вумен Светлана Иннокентьевна Максимова поражает своей энергией. Думается, что именно она и привела нашу героиню к успеху. Жизненный путь, который пришлось пройти через тернии, выковал в ней самые сильные стороны ее личности. Огромный труд, самопожертвование и сделанный в свое время правильный выбор сформировали в бизнес-леди твердость духа, непоколебимость, мужество и стойкость. Ну а поскольку все мы родом из детства, то многое в нас взращивается еще в ранние школьные годы. В школу пошла, как все, значит, училась в школе. До 8 класса училась отлично. 8 класс есть там похвальная грамота или как-то, да, где ни одной четверки. 10 класс закончилась четверками. Там уже, значит, пошла такая тема, что хочу быть как все, значит, не надо из меня делать медалиста, там и так далее. В общем, такие характер там какой-то, да, типа надо быть как все. Была, естественно, комсомольским секретарем, занималась абсолютно всеми видами спорта, какие тогда были. Черепчинская школа вообще славилась. Все свободное время, значит, в спортзале. Волейбол, значит, волейбол, баскетбол. Даже пыталась из лука стрелять, имея плохое зрение. В общем, шахматы, не шахматы. В общем, единственное, от чего я отказалась, то это от настольного тенниса. Пытались меня туда как-то привлечь, а я знаю, что у меня сестра Альбина чемпионка в этом деле. И я, ну, в общем, наотрез отказалась, не знаю, вот таким образом. Гимнастикой даже занималась при моих комплекциях. В общем, школа была, Черепчинская школа для нас это была, конечно, такая пора, когда максимально человек активно живет, да? Кроме того, что учишься, значит, все соревнования, всевозможные слеты, олимпиады и так далее. Вот. Школьная пора для нас – это особая пора. У нас очень много замечательных одноклассников, начиная, конечно же, от Егора Афанасьевича Борисова, с которым мы учились 10 лет вместе. Мы с ним родились в один год, в один месяц, в один день. И 10 лет учились вместе. И жили в одной стороне деревни, что мы постоянно ходили в школу вместе. О том, что он станет президентом, там даже близко не было понятно. Сложное, конечно, у него было детство, я это помню, знаю. И тоже, видимо, жизнь как-то выковала в него вот такие вот черты характера, схватку, ум. Потому что, когда сложная, безвыходная ситуация, человек прибегает, да, как бы к голове. Что делать, как выжить, как выйти из этой ситуации. Вот. Когда проблем нет, то это как бы вот не напрягает человека, человек не напрягается. Жизнь нашей героини тоже была нелегкой. Так случилось, что в ее судьбу вмешался Его Величество случай. Безусловно, это сказалось и на отношениях с родными и близкими людьми, и в целом на видении жизни. Родилась в 1954 году в Черепче, в Ажелуне, в многодетной семье. Тогда женщины рожали, можно сказать, как природа даст, и, соответственно, рожали до 50 лет, можно вот так сказать, да. Но мне повезло родиться в очень большой, крепкой семье, у которых реально
хорошие гены, вот так можно сказать, да. И в те времена, когда все было советское, благодаря, наверное, способностям, наверное, да, все братья, сестра, все получили высшее образование. Кроме меня фактически все стали учеными кандидатами. У меня братья, близкие родственники и так далее, очень много ученых. Вот, крупные, здоровые люди, вот, долгожители, можно сказать. И это происходит в семье, где одна мама работает дояркой, а папа инвалид. И он умер, когда мне было 6 лет. Он работал на перевозке груза, где Охотск и Далдан, они возили груз с разных районов, значит, собирали сильных мужчин, да. И в какой-то момент, значит, в драке ему сломали ключицу и череп. В то время медицина была такая, и люди не очень обращались, видимо, у него рука эта отвисла. Мама доярка. И в итоге меня маленькую оставляли папе. Мама шла в коровник, и у папы в этот момент мог случиться приступ. У него приступ эпилепсии. И нашли меня один раз, значит, в таком положении, когда у него пена изо рта, я там зажата до синевы, короче, да. Бабушка, которая в тот период лежала совсем больная, она сказала, что в семьях принято родственникам отдавать детей на время для того, чтобы помочь. Вот я попала, значит, в такую ситуацию, что меня 5 месяцев отдали родной сестре отца, Варвара Николаевна Паисеева Дедаева. Она жила одна, муж умер в войну, а сын в то время учился в Риге на авиатора. Она жила одна, и она жила в школе, была уборщицей. В школе, у нее была комната в школе. Вот, и она меня забрала, и на руках, естественно, приносила все. От семьи мы далеко не уезжали, это Жулун. А к школе, наверное, в 60-м году брат, тот сын Варвары Николаевны, вернулся с учебы, его назначили начальником аэропорта Чурапчинского, и мы переехали в Чурапчу. И я переехала. И пошла в 1 класс я в Чурапче. Каждое лето меня увозили в Ажулун, и я там общалась с родными, да. Вот. Но воспитывалась я, соответственно, в семье моей приемной матери. Я ее мамой называла. Поскольку меня отдали маленькой очень, моей маме приемной, значит, естественно, я родную маму тогда особо как-то не знала. Но жили мы рядышком в одной маленькой деревне. И еще я в школу не пошла, я, допустим, в Чурапче, да, и меня привозили к ней. Я приезжала туда, меня привозили в Ажулун. О том, что это моя родная мама, я знаю с того момента, как я себя помню. То есть это вот моя родная мама, да, вот родные братья и сестры, а вот моя приемная мама. И на всех каникулах, значит, я помню, как и летние каникулы, и весенние каникулы, и так далее. Кто-то из Чурапчи в Ажулун, значит, ехал то на лошади, то ли как, да, то иногда в автобусе. С кем-то меня туда отправляли. Я с братьями своими, с Петей, с Колей прекрасно проводила лето в этих сайлыках. Я знаю все эти сайлыки, где летом, значит, все доярки работали, там, доили коров и так далее, переезжали с места на место. И я досконально помню, что и как там, да, и вообще Ажулун для меня это, конечно, родное село. И там висит большая мемориальная доска о том, что здесь жили такие-то люди, такие семьи, такие дети. Ну и вообще фамилия Паисеевых, я думаю, что в Ажулуне это одна из больших семей, серьезных, кем гордится население, да, и которые вообще никогда не прерывают связи. В принципе, маленькая Светлана не разделяла свою семью на понятие «приемная» или «родная». В этом большая заслуга обеих ее мам. Именно поэтому и родные братья с сестрой, и двоюродный брат, с которым росла Светлана Иннокентьевна, считались одной большой семьей. У нас сейчас самый старший Иннокентий Иннокентьевич Паисеев, профессор, доктор наук. Он 38-го года, ему 84 года. Очень, вообще он молодец. Он буквально в этом году
по-моему, в этом году он оставил работу, а так он, значит, даже онлайн одевал эти вот наушники и через компьютер, значит, продвинутый человек, значит, занимался со студентами, вот, и работал в Институте экономики, в университете до последнего. Он один из немногих докторов наук, экономика, по направлению экономика, экология, да, и имеет свои курсы, свое видение, книги пишет. В общем, вот наш старший Иннокентий Иннокентьевич. Потом следующий идет Альбина Иннокентьевна. Но она как бы известный человек. Она известный человек, сильный человек. Она всю жизнь проработала в республике. Но о ней больше, наверное, говорит ее работа, да, ее работа, ее дела. И она была очень эффективным заместителем председателя правительства, не просто как чиновник, а человек, который с техническим складом ума, она первый кандидат технических наук в республике, с таким техническим складом ума она могла рассчитать и продвигать проекты на российском уровне. Она приезжала, она очень видная женщина, приезжала в Москву и пробивала вопросы, которые, ну, как бы в России не решались. Вот. Следующий брат Петр Иннокентьевич Паисеев, строитель. Он закончил Ленинградское строительное и очень сильный, физически сильный, очень-очень такой честный, сильный, добропорядочный человек. У него своя семья большая, живет в Якутске тоже. Вот буквально тоже год-два на пенсии. Ну, потом я иду, значит, я самая такая нестандартная, наверное, в плане линии своей жизни, да. Через год буквально, почему еще меня отдали в другую семью, рождается мой брат Коля Николай Паисеев. Он закончил, значит, юридическое, в Волгограде учился. Вообще все мои братья и сестры, кроме меня, я закончила физмат-ЮГУ, да. Все остальные учились в этих центральных вузах. Значит, младший брат Коля, он был судьей. Коля был спортсменом, ярким, красивым человеком, спортсменом, судьей. И как-то вот тоже так случилось, что он в молодом возрасте ушел из жизни. Жил он в основном в Татинском районе. Отца фактически не помню, какие-то только моменты. Вот. Но вместо отца у меня был старший брат, которому сейчас 91-2 года. Семья очень правильная, скромная, интеллигентная, ну, как работящая семья. Он всю жизнь проработал с единственной записью в трудовой книжке в аэропорту Черепчинском. А его жена, тетя моя, получается, да, значит, она была, конечно же, хозяйкой, главой семьи. Несколько лет назад мы проводили ИСЭХ родственников, и я с ужасом увидела, что я многих этих, ну, молодых племянников там, и так далее, сестер, не знаю, больше 100 человек собралось. Паисеевы, Ефимовы, Дедаевы. И это был отдельный прям ИСЭХ. Это был ИСЭХ, и это очень хорошо, когда стали вот фамилиями собирать эти ИСЭХи, да. Вот, и если даже в этот короткий жаркий день не успеешь со всеми поговорить то потом по фотографиям, по рассказам, конечно, ты знаешь, что к чему. Ну, еще раз хочу сказать, что у меня братья, ученые, сестра Альбина, они до 1700 какого-то года досконально по архивным данным восстановили всю родову. Есть схемы. Конечно, наизусть это я сейчас и не знаю, и вроде как-то нет необходимости, но если понадобится, то откуда мы родом, когда, кто, откуда, кто, чей родственник, кто кому кем приходится, у нас все это документально оформленное, изданное имеется у каждой семьи. Конкретно для своих родственников, для будущих поколений, потому что они должны знать и понимать, какие люди были в нашем роду, ну, чья жизнь реально является, ну, как бы примером, что ли, да?
И кто-то, но не все подряд, кто-то когда-то, возможно, будет изучать свою родовую и увидит, кто, где, откуда, чем, как они жили. Благодаря тому, что у меня братья очень творческие ученые люди, то они почти о всех ярких людях семьи и рода собирали архивные материалы и издали книгу. И есть книга про мою родную мать, вот, есть книга про приемную мать, отдельно прям целая книга со всеми архивными документами, со всеми фотографиями и с таким справедливым описанием. Просто вот очень большое дело сделали, потому что без этого будущее поколение могли знать, ну так, поверхностно. А тут вся история, буквально вся история. Несмотря на то, что жизнь полна удивительных хитросплетений, для Светланы и ее родственников все текло естественным образом, и ничто не причиняло им каких-либо неудобств. В семьях по-прежнему царили любовь, уважение и понимание происходящего. Такова жизнь, и все принимали ее такой, какая она есть. Ну а тем временем сама Светлана души не чаяла в своей маме. И вот моя приемная мама, значит, Варвара Николаевна, она была очень сильным человеком своего рода, после войны вдова, ездила вот в Чурапчинское переселение. Ну, в общем, благодаря тому, что родственники наши, Дедаевы, Паисеевы и Ефимовы, все держались вместе, и все друг другу помогали буквальным образом, вот, они смогли выжить, они смогли вот из этого переселения Кобяйского вернуться, ну и, соответственно, продолжить свой род. Мама моя писала стихи, пела, была на самом-то деле довольно активным человеком в своем кругу, да? Но главная ее задача это была, главная ее роль, главная ее задача это была бабушка. Она воспитывала моих детей, дети говорили по-якутски хорошо, у них база уже была, дома у нас была якутская речь. Именно благодаря бабушке новоиспеченные специалисты, которых направляют работать в Усть-Майский район, поселок Солнечный, смогли наладить свой быт. Варвара Николаевна взяла на себя все домашние хлопоты и заботы о детях, давая молодым родителям возможность адаптироваться на новом месте. Мужа Светланы, Егора Капитоновича Максимова, назначают хирургом Центральной районной больницы. Гоша очень быстро его приняли в партию, назначили главным врачом. Хотя он продолжал оперировать. Очень быстро получил признание населения. И когда мы выпускали книгу, значит, просто достаточно было открыть газеты тех времен, да, то мы находили постоянно, значит, там благодарность от населения. А Гоша, тем более, был там секретарем комсомольской организации, был отличником, ленинским стипендиатом. Он вообще был человеком, который после интерната сам себя, как говорится, сделал. После Якутска, после тех условий, которые были в 1978 году, это был рай. Там совсем другое обеспечение. Там обеспечение шло от золотодобывающих, от золота Якутии у них было свое снабжение. Соответственно, там, начиная от жвачки, которую мы первый раз увидели, фруктов и чего-то только-только, там, значит, было совсем другое обеспечение. Поселок Солнечный, полностью благоустроенный поселок. Поселок был, конечно, очень дорогой для содержания. Вода привозная, топливо привозное, все такое вот. Но золотарям это было можно, и вот так вот мы жили. Я должна была пойти инженером в комбинат «Джукжур-золото». И меня вызвали в райком партии и сказали, что я должна стать инспектором районного отделения народного образования, РАНО. В трудовой биографии фактически не было. После университета, после физмата, значит, пошла работать в третью школу физиков. Год проработала. Потом у меня была корочка. Университет назывался, заочный университет марксизма-ленинизма. И я его, значит, в течение вот года, как лаборант университета, наверное, закончила с отличием. И об этом, значит, оказывается, райком партии узнал. И сказали, вот у вас есть подготовка, значит, вы должны работать в управлении. А я была комсомолкой тогда. Меня сделали кандидатом. Кандидат должен быть год. Через там 2-3 месяца приняли в члены партии, и все.
уже наполовину, я как бы себе не принадлежала, меня то ставили инструктором орготдела, и в 27 лет, значит, я стала самым молодым в республике кадром, заведующей отделом пропаганды и идеологии в промышленном районе. Это особая история, было много командировок, было много старательских артелей, значит, куда я приезжала. Тогда как раз началась кампания противоалкогольная, значит, и тут старатели сидят, я иду, значит, рассказываю им политику партии противоалкогольной. Там кто-нибудь какой-нибудь вопрос как задаст мне, я значит, толком не могу. Ну, где этот самый, там маститые ребята сидят, приехали, которые деньги-то зарабатывать, да, и какой-то вопрос зададут, значит, ну, как-то выплывало, значит, соответственно, потом стала понимать, значит, ну, к какой аудитории, как подходить и так далее. Значит, вот эта вот работа мне дала очень много, да, как с людьми общаться, как с людьми разговаривать, с какой категорией. Проработала я в райкоме партии, пока не закрыли, можно сказать, партию. Было то полугодие, когда все разваливалось. И в августе 91 года, соответственно, у нас все закрылось. В течение месяца, значит, нас пытались устроить на работу, кто работал в горкоме партии. Предложения шли отовсюду, с каждым днем все смешнее, то на птицефабрику, там в месяц давали, зарплаты было очень мало, давали 30 яиц, там еще 2 туши курицы, зарплаты обещали, значит, то в музей. С каждым днем все смешнее и смешнее предложений, и я этого не стерпела, пошла в 7-ю школу рядом и начала устраиваться физиком. В тот момент, когда Светлана Иннокентьевна устраивалась на работу школьным учителем, вновь в ее двери судьбы постучался случай. Обычная встреча с сестрой Альбиной Паисеевой, которая на тот момент работала заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия, оказалась поворотным моментом в жизни всей семьи Светланы. Захожу я к Альбине Иннокентьевне, рядом сидит Мигалкин Афанасий, в одном кабинете они сидят. И, значит, разговаривает о том, что вот сейчас будет новая отрасль, Георгий Яковлев, там набирает команду, значит, сходи, поговори. Это было 4 сентября, я пошла к нему. В этот день, значит, была принята на работу заместителем генерального директора. И так я проработала до 95 года. Вот. Ну, тоже там большая история про эту Туймаду Даймонд, да, что надо было со всеми разговаривать, значит, акционеров набирать, большие эти предприятия, организации. Создавали мы гранильные заводы, обучали ребят, сами учились. Я училась в Италии оценке бриллиантов, что мне очень сильно помогло во всей остальной жизни. Я потом встретилась с тем преподавателем, с тем директором, которые учили нас в Италии. Вот уже на другом уровне, и начали бизнес с ними делать. В общем, вот 91-95 годы – это вот годы жизни в Якутске. В 1995 году Вячеслав Анатольевич Старов, будучи избранным президентом Малороса, значит, в один прекрасный день пригласил меня в кабинет и говорит: вот мне надо, чтобы ты поехала в Москву, и мы там будем, значит, у нас есть проект, который, значит, я должна возглавить. Отдел, департамент, который, значит, где я была заместителем директора в Алросе в Москве, значит, назывался Центр по работе с гранильными и ювелирными предприятиями. И я, в принципе, тогда начала создание каталога всех этих предприятий, чем они занимаются, у кого какие обороты и так далее, и так далее. Ну, такую вот работу проводила, чисто техническую. А по гранильным предприятиям, значит, тогда как раз был развал Союза, развал всех предыдущих отношений, и в итоге все заводы были в долгах. Это алмазогранильные заводы. Вот, все были в долгах, и, значит, моя задача была превратить эти долги в акции. Очень горжусь своими коллегами-ювелирами из Якутии. Они везде, на любой выставке, занимают передовые позиции. И по этнонаправлениям, и по направлениям, допустим, с бриллиантами, и вообще по мастерству.
по мастерству, и поэтому, значит, мы с большой, прямо с высоко поднятой головой выступаем на всех ювелирных выставках, дружим. И у нас есть очень-очень замечательные прям ювелиры, действительно. И признают, если почти половина ювелирных изделий производится в Костроме, то Кострома это, Кострома это Кострома, а Якутия это что-то. Каждый раз что-то новое, очень много ручного труда, очень много красивого, тонкого, все связано с природой. Ну вот действительно так. На самом-то деле вообще ювелирное искусство показывает период развития, да, вот свою, как сказать, природу, окружение. В этом плане, значит, Якутия это, конечно, уникальная, также и ювелиры уникальные. Вот, значит, в 95-м году уехала я в Москву и там осталась. Муж переехал, у него здоровье стало лучше, а он в 90-м году, значит, получил мощнейший инфаркт миокарда, и, соответственно, он где-то год-два был в очень тяжелом состоянии. Мы занимались его здоровьем очень сильно. Вот. Сам факт того, что мы переехали в Москву, очень помог ему реабилитироваться. Он стал ближе к медицине, к услугам, я имею в виду, да, к светилам. Всех врачей, которые занимаются кардиологией, значит, он знал лично, его как коллегу, как доктора очень хорошо принимали. Много операций, значит, он перенес. Конечно, он очень сильный волевой человек, он вырос в интернате в Черепчинском. Вот, и, соответственно, то, что внутренние переживания, которые касаются человека, который преодолевает каждый день, значит, вот эту вот проблему сердечную, у него очень была большая проблема. Значит, он очень стойко переносил, мало того, что мало кто даже знал, незнакомые люди не знали, что он болеет. Он занимался спортом, ходил, бегал, играл в волейбол. Он быстро реабилитировался. На следующий год его уже назначили директором санатория Бесчегда. Михаил Ефимович, когда приехал, значит, он его пригласил. Видимо, ему сказали, что он был главным врачом в Усть-Мае, в Солнечном. Его пригласили, назначили, поставили его директором. Он был и директор, генеральный директор, и главный врач. Я думаю, что он очень с честью и свойственный ему сознанием дела, с энергией, значит, помог санаторию Бесчегда в тот самый сложный период, когда профсоюзы развалились, когда вся эта вот система старая по обеспечению путевок и так далее, все полностью сломалось, значит, он смог удержать этот санаторий, мало того, сделал из него, как это называется, маленький кусочек Якутии, вот, начиная от юридических вопросов, то бишь оформлением земли, которая в свое время была просто подарена, и постановлением Бориса Николаевича Ельцина, значит, подарена без юридической основы республике. И это с большим трудом, с очень большими проблемами, значит, земля полностью была оформлена в собственность республики. И сейчас, значит, она принадлежит республике, и никто другой не может там ни построить, ни зайти и так далее. А были очень серьезные поползновения, намерения, значит, как-то отхватить. Рядом живут очень влиятельные люди, значит, да, там из управделами президента России там, и так далее. Поэтому сделал он очень большое дело. И санаторий он довел до хорошего уровня при совершенно, можно сказать, отсутствии нормального финансирования. Там хозяйствующая вообще структура была ужасная. Вот, значит, Егор Капитонович Максимов 13 лет проработал в санатории. Он за это время был награжден орденом Пирогова, который сейчас, один из самых высших наград для медиков, да, и стал заслуженным работником. В Москве жить сложно. В Москве без настроя сильного, без мобилизации чего-то, без даже агрессии, в общем-то,
не так-то просто жить. Да. Москва заставляет человека быть сильным, мобилизованным, организованным, потому что ну, без этого нельзя. Да? И как-то представляется так, что у тебя душевное состояние в Москве вот такое, как жгут. Приезжаешь в Якутию месяц, и отсюда уезжаешь вот так вот, как-то вот так расплывшимся, растекшимся, каким-то человеком, который близок к природе. Хотя в Москве мы тоже живем буквально на природе, да. Тем не менее, после Якутии душа как-то очень успокаивается, да, что-то, какие-то другие вот опоры, вот какая-то опора появляется. Это друзья, это родственники, это вот дача своя, это дорога, пускай она такая страшная, непростая, да. Все это вот создает на самом-то деле совсем вот реально другую ауру. Кроме встреч с подругами, одноклассниками и родственниками, ценит Светлана Иннокентьевна и встречи с друзьями по студенчеству, особое внимание уделяя строительному отряду физиков и математиков СОФИМ. С ними она объездила полреспублики, и, конечно, это не могло не объединить ребят. Их дружбе уже более 50 лет. СОФИМ в последнее время для нас это, конечно, очень большая отдушина для души, это очень большой круг общения, это живой такой общественный наш орган. Мы собираем взносы постоянно и ни у кого особо помощи не просим. И на эти взносы, значит, мы ездим куда-то. В этом году съездили, значит, поехали в Вилюйск, после Вилюйска поехали в Верхний Вилюйск, поехали в ту маленькую деревеньку Дюллюкы называется, где 50 лет назад совхоз Дюллюкинский открылся. Мы там строили контору, овощехранилище, там ремонтировали. В общем, студенты были большой подмогой, можно сказать, тогдашнему молодому совхозу. И мы туда поехали. Мы заранее туда отправили фотографии, и собрался народ. Представляете, те люди, которые жили в то время, те дети, для которых мы делали летний детский или школьный лагерь. Когда днем детей собирали, да, значит, их развлекали, чему-то учили, и вечером они расходились по домам. Я была как раз в какое-то время вожатой вот в этом лагере. И пришли дети, которые, значит, были в этом лагере, и я отвечала, видимо, за спортивную часть, значит, там эстафеты какие-то мы проводили, веселые эстафеты. Один мальчик, который был тоже в этом же лагере, сейчас там сидит главой этой деревни, вот. Было очень трогательно, организовали встречу в библиотеке, вспоминали, фотографировались, посмотрели те объекты, которые остались живы, вот, рассказывали, и они рассказывали, значит, как они встречали нас, как воспринимали, да, что думали, что студентов каких-то привезли, а оказывается, они вон на чистом поле построили контору, там овощехранилище, надо сенокосу помочь, надо там кого-то в кузницу отправили и так далее, и так далее. Дальше поехали в Нюрбу. В Нюрбе посмотрели музей краеведческий. Из Нюрбы, значит, поехали в местность Сата, называется, такое сакральное место, где есть там свой шаман. Проводили по вечерам процедуры очищения. И, короче, вот это вот мероприятие, оно как бы заставляет немножко вот от нашего ритма выпасть, остановиться, помолчать, прислушаться к внутреннему, значит, своему сердцу, состоянию. И, как ни странно, открыться. Место нетронутое, место очень интересное. И сама атмосфера этого места интересная, мне кажется. Оттуда уезжаешь каким-то таким освещенным, каким-то таким облегченным, просветлевшимся, да, таким. В общем, интересное место, хочу сказать. Все было очень душевно. На следующий день поехали мы в Сунтар сам. Там и цех начинался в этот день. Вообще все там прямо как открытие Олимпийских игр. Столько народу задействовано, столько красочных костюмов. Я представляю, сколько репетиций они должны были сделать, да. В общем, для меня это было очень грандиозно, очень красиво, богато. Таким образом, этот автотур для нас стал таким праздником души. Музеи, которые мы посетили,
места, где мы побывали, и главное общение наше друг с другом, да, это какой-то незабываемый праздник. И я очень надеюсь, что в следующий год мы поедем в Усть-Тарту. Мы там в 1973 году строили двухэтажный коровник. Вообще там мощная была стройка. А через год поедем в Синск. Там мы тоже, значит, строили, в общем, заняли мы тогда первое место по всему университету, строили жилой дом и так далее, и так далее. Стройотряд – это наша территория молодости, и мы там себя чувствуем среди равных, мы себя чувствуем молодыми, всякие комплименты, всякие шутки, всякие выходки. В общем, все это было прекрасно. Юмор, шутки и оптимистичное отношение ко всему происходящему присутствовало в жизни Светланы Иннокентьевны не только в студенческие годы. Дело в том, что такое же отношение было и у ее мамы, Варвары Николаевны, доброго, спокойного и вместе с тем веселого и остроумного человека. Эти качества привлекали многих, кто когда-либо с ней встречался. Любой человек, который был бы рядом, да, наверное, перенимал ее, как бы правильно сказать, ее легкий подъем на все. Очень быстро ее кто не попросит, она начнет петь, например, там, рассказывать что-то. Всех веселит. Она очень юморная была. Она вообще была очень юморная, да. Она, например, брат звонит и говорит: что ты делаешь? Она говорит: я смотрю по телевизору Кашпировского. Смотрю, но у меня что-то ни волосы не чернеют, ни грудь не растет. Но я все равно смотрю там. Вот такого плана у нее эти самые шуточки. У нее очень много юмора было, да. Я, например, не скажу, что я юморная, я просто активная, да, но такого у меня нет. И я всегда в такие моменты ее вспоминаю, как бы она сказала бы, как бы она среагировала бы сейчас на эту ситуацию. Например, значит, она, это еще в Якутске, Наташа еще не родилась, значит, с одной квартиры мы, значит, встретили Новый год или какой-то праздник зимой. И она с племянницей идет до нашей квартиры. И вот она идет с ней, и, значит, ноги подкашиваются, падает и говорит: Аленка, ты тоже упади, люди подумают, что тут дети играют. В общем, такие какие-то у нее очень такие выходки были, прямо вообще... Сложно за ней вот эти вот все эти моменты повторить, но она молодец. Она была мягким человеком, она меня никогда сильно не ругала, ни разу никогда ничем не стукнула. И вообще она, я так думаю, что она очень сильно любила меня. И вот это вот полное доверие и полная как бы преданность, да, это вот у нас было такое вот кредо. Я в семье всегда как бы... была таким главным человеком, да, и я думаю, что дети воспитываются на примере, на отношениях. Семья – это самое главное. Семья – это защита, мама – это защита. И вообще мама у всех должна быть. Любая мама. Это не обязательно, что вот ты родилась у этой мамы, и вот как бы это стандартно. У нас немножко нестандартная ситуация получается. Когда я слышу слово «мама», у меня, конечно же, в первую очередь приходит на ум приемная мама Варвара Николаевна, потому что я на ее руках выросла, я с ней жила, и до последнего дня, она умерла в 79, да, она до последнего была со мной, жила с нами. Но образ родной матери, Анастасии Петровны, он особенный. Она не совсем обычная якутская женщина. Она и статью своей, и своим характером, и своим жизненным, вот, полностью жизненным следом, да, она одна из, наверное, очень сильных и очень мудрых женщин. Ее образ для меня, да, это... истинно якутская, мудрая, крепкая и вот такая большая, можно сказать, женщина. Она всегда у меня с самого начала есть, была и будет. Мама, которая меня воспитала, значит, она всю жизнь работает. Ей было почти 50-60, и она сено косит наравне с мужчинами там, и так далее, да. И внутренне очень сильный, терпеливый и такой светлый человек.
да, и это все как бы вот, видимо, впиталось. Ну, мамы же разные бывают. Есть мамы, которые дома там хорошо готовят, варят, жарят, все там очень хорошо. Я не скажу, что у меня такого нет. Я в свое время, когда жили в районе, умела абсолютно все. И готовила, и варила, и шила, и вязала, и на все находила. Ну, когда детьми маленькими занималась. А сейчас я занимаюсь тем, чтобы продвигать детей, помогать, поддерживать. Сегодня у Светланы Иннокентьевны большая семья. Уже взрослые дочь Наталья и сын Андрей. Подрастают внуки, в которых наша героиня просто не чает души. Все силы и всю свою энергию она направляет именно на них, самых дорогих и близких людей. Мама должна быть мамой. И пока есть какие-то силы, физические силы, моральные силы, финансовые силы, мама должна быть рядом. Мама – это тот человек, который является твоим внутренним, душевным другом, советником, крышей, там, не знаю, поклонником. И вот это и есть мама. Да? И мама – это не та, которая всегда опекает, а та, которая живет ради тебя. Да? Живет ради тебя. Она готова за тебя в любой момент, в любой ситуации. Занимает прав ты, не прав, мама всегда занимает его сторону. Кто, если не мама? Говорят, что женщина с мудростью мужчины – богиня. С этим сложно поспорить. Так все-таки кто она, наша героиня? Безупречная богиня, деловая бизнес-вумен или ласковая мама? Мне кажется, и то, и другое, и третье. Ведь в понятие «женщина» входят все эти три ключевых момента. И это же понятие женщины можно описать одним словом – ангел. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.